Здравствуйте, дорогие участники недели международное образование. Представляем сегодня вам нашего очередного спикера. Его зовут Исфандиор Абдулло. Он является менеджером программы по развитию предпринимательства и инноваций ПИК Таджикистан. Исфандиор с 2016 года работает в направлении развития стартап-экосистемы Таджикистана и имеет большой опыт, также успешные кейсы в инвестиционном фонде США и социальном стартапе в Гонконге. Исфандиор сегодня нам проведет вебинар на тему ПИК Таджикистан, программа для образовательных и учебных центров, где расскажет про молодую международную программу, где многие смогут получать ответы на часто задаваемые вопросы относительно программ ПИК Таджикистан. Исфандиор, передаю вам слово. Спасибо большое. Очень приятно, что сегодня есть такая возможность поговорить с вами и со всеми слушателями. Немножко, конечно, странно вот так говорить в экран. Не знаю, кто с той стороны экрана слушает, но тем не менее хотелось бы сначала всех поприветствовать. Сегодня немножечко мы расскажем о том, чем на самом деле занимается ПИК, и немножко потом перейдем к тому, как мы это делаем в сфере образования. То есть наша программа по поддержке предпринимательства в сфере образования. Меня зовут Исфандиор Абдулло, как уже представили, я являюсь менеджером по развитию продуктов в DEI Европа. Собственно, мы и работаем над реализацией проекта ПИК, о котором я сейчас более подробно буду рассказывать. Во-первых, сейчас одну секунду. Да, немножечко про ПИК. Как я уже сказал, ПИК – это проект, финансируемый FCDO, это британское правительство, и реализуемый DEI Европа. DEI Европа – это тоже международная организация, которая реализует очень много разных проектов во всем мире, включая Таджикистан. Сам проект, он рассчитан на две страны, это Таджикистан и Киргизия. В рамках проектов мы будем открывать 10 бизнес-инновационных центров под брендом ПИК. То есть ПИК – это бренд вот этих инновационных центров, которые будут работать во всех регионах нашей страны. Некоторые будут работать как непосредственно центры с офисом, с большим пространством, там, coworking, тренинг-рум и так далее. Некоторые будут работать в гибридном формате, где часть программы будет проходить онлайн. Сам ПИК непосредственно будет заниматься, в основном будет проводить программы поддержки предпринимательства, о которых я более подробно буду сегодня говорить. Также ПИК предоставляет консультационные услуги для частного сектора. И это все делается с поддержкой международных партнеров наших. У нас в партнерах такие компании, как Venture Hive – это один из самых успешных бизнес-акселераторов Америки. У нас в партнерах Кембриджский университет, у нас в партнерах Университет Центральной Азии, который сейчас работает уже в нескольких странах и делает это очень успешно. И, конечно же, все это делается ради одной цели. Это все делается для поддержки предпринимательства, для поддержки экосистемы предпринимательства в регионе, чтобы у нас все чаще и все больше выходили инновационные проекты, инновационные стартапы, которые мы надеемся будут представлять Таджикистан на международной арене. И немножко еще раз о нашей цели. То есть мы стремимся сейчас содействовать экономическому росту и созданию рабочих мест в Кыргызстане и Таджикистане. И это мы будем делать посредством наших программ и поддержки предпринимателей, оказания им консультационных услуг. Не только предпринимателей, также тех молодых людей, у которых есть стремление стать предпринимателями. И наша задача – это объединить вот этих стартапов, предприятия, микро, малые и средние предприятия
бизнес-консультантов, инвесторов и всех других игроков экосистемы поддержки предпринимательства, собрать их всех в одном хабе, где у них будет возможность взаимодействовать, возможность вступать в партнерство, возможность получить условные какие-то инвестиции или же поддержку какую-то финансовую и так далее. Естественно, ПИК Таджикистан также усердно работает в направлении помощи молодежь, женщин, обездоленных групп, чтобы дать возможность максимальному количеству людей вступить в предпринимательство, начать какое-то свое дело и его дальше развивать. Сегодня, как мы уже пару раз говорили, речь будет идти в основном о программах, именно про акселерационных программах, преакселерационных программах, которые организовывает ПИК Таджикистан. Мы сегодня расскажем о том, как они рождаются, вообще как мы принимаем решение о том, чтобы надо вот в каком-то направлении создать программу. Потом расскажем о том, из чего они сделаны, то есть что из себя представляет акселерационная или преакселерационная программа ПИК Таджикистан. И также расскажу о том, какие наши главные ценности в программах, да, что нас отличает от других программ, где мы видим свою сильную сторону, можно так сказать. И, естественно, все это будет рассказано в контексте нашей программы, которую мы буквально вчера начали. Это программа поддержки сектора образования, бизнесов, то есть малого и среднего бизнеса, который работает в сфере образования. И надеюсь, что это будет для вас полезным. Надеюсь, что те из вас, кто думает о том, чтобы вступить в предпринимательство, те из вас, которые думают о том, чтобы, может быть, даже стать консультантами в этом направлении, вас это заинтересует, и вы сможете от этого получить что-то для себя полезное. Так, и давайте приступим. Как же рождается программа? То есть как мы приходим к решению, к тому мнению, что нужно открыть, нужно в каком-то направлении создать программу. До сегодняшнего дня ПИК Таджикистан мы относительно недавно начали работать, то есть мы начали активно уже работать, вести программы с начала этого года, с января этого года мы запустили первую программу. Первая наша программа, она была направлена на помощь и развитие сектора туризма. Программа была очень интересная. Главная цель программы была помощь туристическим компаниям, то есть внутренним туроператорам в улучшении коммуникационной стратегии, чтобы привлечь больше иностранных туристов, также создавать партнерство с международными туристическими компаниями. Ну, к сожалению, из-за пандемии потом немножечко прогресс этих компаний, прогресс когорты немножечко затормозил, ну, по понятным причинам, но мы также дальше продолжаем с ними работать. После этого у нас были еще две программы. У нас была программа, которая называлась Digital Transformation. Это для бизнесов из всех, вне зависимости от сектора, которая помогала малому и среднему бизнесу принять новые инструменты развития, продвижения продукта через социальные сети, через другие инструменты digital. И последняя вот программа, которая буквально на прошлой неделе у нас закончилась, это программа Grow Your Business. То есть это программа для малого и среднего бизнеса, которые готовы уже идти дальше, получается, развивать свой бизнес. И буквально вчера мы открыли нашу, вот, получается, новую программу. Это программа поддержки компании в секторе образования. Так вот, как мы пришли к каждому из этих программ, почему мы решили, что вот нужно именно для туризма сделать программу или же именно для
сектора образования делать программу. И, как я вам обещал, сегодня я все буду рассказывать в контексте как раз-таки программы про образование. Во-первых, мы что делаем? Во-первых, мы выявляем проблему на рынке. То есть те из вас, кто знакомы с методологией Lean Startup или же Design Thinking, то есть очень похоже у нас идет, у нас очень похоже такой идет процесс. То есть мы сначала делаем какие-то, мы размышляем в команде, делаем какие-то прогнозы и потом уже проверяем свои прогнозы на рынке. Начинаем общаться с предпринимателями, начинаем общаться с потребителями и выявляем, какие есть проблемы, какие есть потребности, да, на рынке. Это мы делаем посредством интервью, это мы делаем посредством анализа какой-то информации, которая доступна у нас в открытом, в закрытом доступе. То есть мы всячески стараемся делать. И также мы делаем оценку потребностей предпринимателей. То есть мы общаемся с целевой аудиторией, мы общаемся с бизнесом и спрашиваем, какие у них проблемы, что у них не получается, что бы они хотели улучшить, какую помощь бы они хотели получить от похожей программы, да. И после того, как мы уже получаем всю эту информацию, после того, как мы понимаем, что именно нужно предпринимателям, после того, как мы понимаем, какие именно у них проблемы, мы потом уже подстраиваемся под эти проблемы и стараемся вот под эти же проблемы создать программу. Потому что цель программы сделать ее такой, чтобы она реально приносила пользу и чтобы она реально была эффективной. И вот на примере программы по поддержке образовательных центров мы изначально, когда об этом думали, мысль была такая у нас в офисе, мы с командой говорили, что вот сейчас пандемия, многие родители детей не пускают на кружки, на занятия какие-то, многие центры закрываются, многие центры теряют своих клиентов, у многих получается карантин, многие сидят дома, не входят, поэтому надо помочь образовательным центрам перевести свою деятельность из офлайн в онлайн, то есть полностью как делать, получается, все от А до Я онлайн, как вести образовательный центр полностью онлайн. И с этой идеей мы вышли на рынок. Мы начали общаться и с потребителями, и с предпринимателями. И начали узнавать, интересоваться, какие проблемы возникли после пандемии, какие проблемы были до пандемии, что изменилось, с чем, как они справляются, где нужна помощь, где не нужна помощь. В конце этой оценки мы поняли, что мы немножечко были неправы, то есть мы поняли, что несмотря на пандемию, все еще многие функционируют, все еще многие люди, естественно, соблюдая какие-то правила безопасности, все еще ходят в эти центры, многие из них все еще функционируют, и у них проблема сейчас не переход полностью в онлайн-режим, но есть какие-то другие проблемы. То есть некоторые хотели, чтобы с ними немножко поработали в плане HR-менеджмент. То есть отдел кадров, менеджмент отдел кадров, как повысить мотивацию сотрудников, как удержать их, чтобы они не уходили. Также были компании, которые хотели получить больше знаний, больше навыков в направлении маркетинговой деятельности, коммуникационной стратегии, как построить правильную стратегию, как правильно привлечь клиентов, как правильно с ними работать, чтобы они остались довольны и так далее. Были также компании, которые очень хотели консультацию, хотели знания в направлении финансов, бюджетирования. То есть, был же также хороший, здоровый интерес в онлайн-образовании тоже. Поэтому изначально то, что мы думали,
мы план немножечко поменяли и создали программу, которая в себе все это сочетает и, получается, немножечко более под нужду самих предпринимателей мы создали программу. И так у нас происходит с каждой программой. То есть у нас нету такого, чтобы мы взяли какую-то одну программу и всем подряд эту же программу мы ее проводили. То есть каждая программа, она делается специально под нужды каких-то конкретных людей, конкретных предпринимателей. И каждый раз это будет меняться. У нас могут повторяться модули от программы к программе, но в целом у нас никогда не будет такой программы, которая не будет одинаковой программы. Потому что даже если сектор один и тот же, даже если, получается, потребности те же самые, это может быть другая география, это может быть другой рынок, то есть и, соответственно, программы будут у нас меняться. Так вот, вот так примерно мы и приходим к тому, что решаем, какую программу делать, и так мы пришли к тому, что надо работать в направлении образовательных центров. И еще одна такая причина очень важная, которая направила нас на то, чтобы мы открыли программу в поддержку образовательных центров, это потребность рынка. Потому что в ходе анализа мы поняли, что есть очень большая потребность у нас на рынке вот к таким центрам из-за того, что сейчас, когда я говорю компании, которые работают в образовательном секторе, диапазон очень большой. Мы работаем как и с центрами дошкольной подготовки детей, также и с языковыми центрами. Также у нас, например, в программе есть центры робототехники, центры по изучению программирования, центры по изучению бухгалтерии и так далее. То есть это все, что касается образования. И, соответственно, мы, когда делали анализ рынка, поняли, что на самом деле потребность в таких услугах, она очень большая, и рынок пока что на данный момент по качеству не соответствует спросу. И мы поняли, что нужно вот в этом направлении работать, и нужно в этом направлении помочь. И сегодня, почему мы об этом хотим тоже говорить, это потому что то есть программа, которая у нас началась вчера, это будет не единственная программа, которая у нас будет в этом направлении. У нас будут все больше и больше программ, и я об этом тоже немножко буду говорить. Так вот, содержание программы. Как я говорил, у нас программы, они все очень разные, но по структуре они немножечко похожи друг на друга. Особенно акселерационные и преакселерационные программы. У нас будут в будущем и другие программы, это сейчас зависит от нашей возможности проведения офлайн-программ, но в целом костяк нашей работы это будут преакселерационные и акселерационные программы, которые по структуре примерно выглядят так. У нас есть обучающий контент, то есть мы берем какую-то тематику, мы приглашаем эксперта, исключительно человека, у которого есть не только знания, но обязательно должен быть опыт работы именно в той сфере, о которой он будет говорить. То есть если мы приглашаем маркетолога на программу поддержки предпринимательства в образовательной сфере, то это обязательно будет маркетолог, который работал с образовательными центрами. Это маркетолог, который знает нюансы вот именно этой сферы. И они проводят обучающий контент. Обучающий контент – это какой-то модуль, который в основном направляет, дает базовые знания, дает базовые какие-то современные, самые последние методологии, самые последние инструменты в данном направлении, и это потом все сопровождается практикой. То есть после того, как
они проходят обучающий контент, участники потом, эксперты потом дают участникам, ну, так называемый, мы называем это deliverable, или же домашнее задание, то есть они должны взять вот то, чему они научились, и применить это уже на практике. Если мы говорим о коммуникационной стратегии, то в зависимости от какие шаблоны, например, им дает эксперт, или как они проходят обучающий контент, они в ту неделю, где они обучаются стратегии коммуникации, они должны будут создать свою стратегию коммуникации, чтобы применить, чтобы не просто пройти какой-то тренинг, но на самом деле этот тренинг применить у себя в бизнесе. И по мере того, как они будут этим заниматься, естественно, у них будет что-то не получаться, у них будут какие-то вопросы возникать, у них будут какие-то трудности. И это все будет с нашей стороны, это все будет тщательно, у нас будет тщательный мониторинг этого процесса, мы будем смотреть за каждым участником, с ними будем всегда на связи. И эксперт, который будет проводить вот эти тренинги, они, естественно, будут потом им помогать. Я сейчас расскажу как. Кроме этого, в каждую программу мы также приглашаем разных гостей. Гости, они у нас очень разные, и функции у них тоже разные от программы к программе. Например, у нас может быть гость, вот буквально через 2 недели у нас будет гость, который будет рассказывать о своем опыте успешного открытия сети образовательных центров. То есть это будет вне программы, но это будет в тематику программы. И этот гость расскажет участникам, как они начали, какие у них были трудности, как они эти трудности перешли. То есть будет рассказывать свою историю успеха или свою историю неудачи. Это может быть гость, который не будет рассказывать никакую историю. Это может быть гость, который какой-то мастер-класс проведет. То есть как условно разработать новый продукт в образовании, или как понять, как сделать анализ рынка условно в Хатлонском районе, если, например, кто-то хочет туда открыть. То есть каждый гость, каждую неделю у нас будут очень разные, и у нас есть очень такая здоровая гибкость в программах, где у нас программа как живой организм, они могут меняться помимо того, как они идут. То есть если мы вчера начали программу в сфере образования, и мы познакомились вчера со всеми нашими участниками поближе, мы уже лучше понимаем, какие у них есть потребности. И, например, завтра в какой-то определенной сфере или тематике мы можем гостя пригласить, который им об этом расскажет. И вот эта гибкость, она очень сильно помогает программам, потому что иногда, несмотря на то, как тщательно мы не делаем анализ, все равно во время программы всплывают какие-то неотвеченные вопросы или всплывают вопросы, которые мы в рамках программы не проходим. Поэтому гости программы, они очень, очень такая интересная часть каждой нашей программы. Конечно же, потом после этого у нас есть наставничество и коучинг. Что это такое, как я уже сказал, по окончанию образовательного контента участникам дается практика, дается домашнее задание, и в течение недели, которые они проходят определенную тематику, у них будет возможность встретиться с экспертом, который проводит тренинг, не в группе, а 1 на 1. И тогда уже задавать конкретные вопросы касательно своего бизнеса или же домашнего задания. И эта часть, по лично моему мнению и по отзывам многих наших участников,
самая важная часть наших программ, потому что вот это время, которое они проводят один на один с экспертом, для всех пока что был очень-очень плодотворным, очень много интересного они получают в это время, получают ответы на многие свои вопросы. Пока что очень довольны. И также открыли, то есть у нас тренера будут проводить каждую неделю коучинг, но начиная с этой программы у нас также запускается программа наставничества, то есть менторство. Это программа, где некоторым участникам будет предоставлена возможность провести время с уже опытными предпринимателями. И здесь менторство получается не совсем техническое, а более... То есть мы даем возможность принять не знание, а мудрость у тех, которые знают все подводные камни, тех людей, которые не просто расскажут, то есть это не какой-то контент образовательный, это не какая-то технические какие-то знания, это вот чисто та мудрость, которую в себе держат люди, которые они накопили за долгие годы. За долгие годы предпринимательства, за долгие годы То есть что это значит? Это бизнес-консультанты. На данный момент мы уже запустили услуги по диагностике. Зайти к нам на сайт, зарегистрироваться, подать заявку на диагностику, и наши консультанты придут, сделать диагностику бизнеса, выявят какие-то слабые места, дадут рекомендации о том, как можно улучшить вот эти вещи, как это делать более эффективно и так далее. И в целом вот все это, конечно, кроме БАСПов, который будет в конце программы, вот весь этот пакет участники получают каждую неделю. Каждую неделю это новый контент, новая практика, новые гости и, конечно же, наставничество. Так вот, в целом, вот так у нас и программа проходит. Теперь немножко расскажу об уникальности программы, или же, скорее, более ценности нашей программы, чем уникальности. То есть, каким принципам мы придерживаемся в процессе формирования программ, на что мы смотрим, чему мы выделяем особое внимание. Ну, во-первых, это прикладная методология. Наша задача не обучать людей, как бы это странно ни звучало. Наша главная задача – это дать инструмент, дать навыки, дать инструмент в бизнесе, которые на самом деле можно будет оптимизировать какие-то процессы, улучшить как-то свой бизнес. И это мы делаем посредством, как я уже вам говорил, наших практик, deliverables, задания, которые участники получают. И в конце программы, то есть если у нас программа длится 6, в конце программы получает 6, как минимум 6 разных инструментов, каждый из которых они могут использовать, устрить в свой бизнес, использовать и как-то при этом улучшить свой бизнес. Естественно, это право использования этих практик остается за самим предпринимателем, но вот то, что
целью являются реальные результаты. И мы постоянно находимся в тесном контакте даже с теми предпринимателями, которые уже выпустились из наших программ, и готовы всегда им тоже помочь, если будут какие-то вопросы или пожелания. Строгость. Строгость. У нас есть так называемый подход преподавателей к бизнесу, то есть образовательный подход к бизнесу, и мы в этой части немножко строгие, потому что идея в том, чтобы в основном работаем с существующим бизнесом или же с потенциальными стартаперами, у которых уже есть какой-то прогресс. И почему мы это делаем? Идея в том, чтобы результат, если мы хотим получить какой-то конкретный реальный результат по окончании какой-то программы, то это зависит не только от качества нашей программы, но и также от вовлеченности самих участников. У нас может быть самая лучшая программа, у нас может быть самые крутые эксперты, у нас могут быть самый крутой офис, у нас может быть все самое лучшее. Но если у человека не будет желания, если у человека не будет дисциплины, то у него не будет результата по окончанию программы. Поэтому мы очень требовательны к нашим участникам. Мы всегда все свои сессии начинаем ровно в час. То есть если мы назначили в 3 часа, то в 3 часа начинаем, и опоздавшие просто заходят и не пропускают контент. Мы всегда очень строгие по отношению наших практик тоже и по отношению индивидуальных встреч. И эту ценность мы хотим передать нашим участникам тоже, чтобы они тоже это приняли, чтобы они тоже к этому стремились. Потому что вот эта такая строгость есть одна из очень важных частей успеха. Также мы обращаем большое внимание на воспроизводимость. Что это значит? Это значит, что мы, как я уже говорил, мы на некоторые наши программы мы привлекаем международных специалистов, на некоторые программы мы привлекаем местных специалистов, но весь контент, который мы проводим у нас в программах, этот контент становится частью, этот контент становится собственностью пика, и мы в любой момент сможем уже потом его воспроизвести в другой программе, немножко, конечно, подточив его под нужды программы. То есть каждый раз, с каждой новой программой, с каждым новым контентом у нас получается все больше и больше ресурсов, все больше и больше знаний, все больше и больше различных пакетов тренингов, программ, которые мы в любое время можем взять и применить или воспроизвести в другом месте. Это, как я уже вначале говорил, не делается группой, то есть если мы одну программу провели, эта же программа не будет полностью воспроизводиться в другом месте или ничего не изменив. Мы обязательно, то есть это, скорее всего, будет часть программы. Если прошел модуль, он очень хорошо прошел, мы можем его взять и применить в другой программе, которая будет состоять из других модулей тоже. Или же мы берем какую-то часть программы, не обязательно модули, и тоже из этого делаем какой-то, то есть у нас будет какой-то пазл, который можно будет собрать по-разному. И, естественно, в каждой программе, по окончании каждой программы мы тесно общаемся со всеми участниками, включая и тренеров, и участников, берем у них обратный отзыв, мы все это у себя документируем, и на основе всех советов, всех комментариев мы каждый раз стараемся улучшить, усовершенствовать свои программы. Также
естественно, мы стремимся, чтобы наши все программы были исключительно, все программы наши были целенаправлены, чтобы у них была конкретная какая-то цель, конкретная задача. Мы не хотим создавать программу, мы не хотим работать чисто ради галочки. Мы, когда думаем о какой-то программе, то мы в конце ожидаем какие-то результаты и прилагаем все усилия для того, чтобы достичь этого результата. Это также является частью наших тренингов тоже. Мы такое же отношение требуем от своих участников. То есть, если вы делаете бизнес, должна быть какая-то конечная цель. И вот наличие какой-то цели в конце делает работу намного легче, позволяет создать более структурированную программу. И мы стараемся вот держаться этих рамок в каждой программе. Конечно же, мы смотрим на масштабируемость каждой программы. Что это значит? Вот в контексте программ поддержки образовательных центров мы сейчас создали программу, которая такая базовая. Она состоит из каких-то базовых курсов, которые помогают, которые дают знания в основном для образовательных центров, то есть которые нуждаются, я уже говорил вам, какие именно тематики там будут. И такая в том, что при прохождении программы и при необходимости, если у нас будет возможность, посмотрим, например, что есть какое-то желание, есть, опять-таки, проведем, мы можем масштабировать эту программу и сделать ее более сложной или же добавить какие-то новые модули. Например, у нас может быть программа для образовательных центров, программа 2, программа 3. Программа 1, она более такая короткая. Программа 2 может быть для тех компаний, условно, которые хотят открыть свой филиал, или же хотят те предприниматели, которые хотят привести франшизу какого-то бизнеса, готового в Таджикистан. Это может быть в этом направлении, это может быть в каком-то другом направлении. Наконец-таки может быть программа чисто для которых хотят работать полностью онлайн. Если это позволит, конечно, наш интернет, наша связь. Кстати, есть хороший оптимизм, такой это будет. И, соответственно, мы готовы каждую свою программу вот так масштабировать. Если, например, у нас скоро намечается, мы уже объявили о наборе заявок IT-стартап на стадии идеи, то есть если у вас идея какого-то крутого IT-проекта, мы готовы с вами работать. И по окончании программы, если программа будет успешна, если мы увидим, что есть потребность в дальнейшем сопровождении этих людей, то мы масштабируем программу, мы ее делаем более сложной, более inclusive, и туда добавляем больше модулей, приглашаем больше экспертов и дальше сопровождаем, дальше работаем с этими людьми. Про дисциплину я уже говорил. То есть мы и со своей стороны, и со стороны участников мы ожидаем, что все будут работать в направлении того, чтобы программа успешной, потому что это и в наших интересах, и в интересах самих предпринимателей. И дисциплина очень важная часть того, чтобы наши программы были успешными. И, наконец-таки, индивидуальный подход. Индивидуальный подход, как я уже говорил, у нас нету одинаковых программ, и даже когда у нас проходят программы, когда у нас 15 человек или 17 человек проходят какой-то модуль, это только маленькая часть программы. Самая важная часть и то, что мы изначально прогнозировали, и то, в чем мы убедились вследствие проведения уже 3 программы,
вследствие общения с нашими выпускниками, что самая важная ценность, самое важное, что выделяет нас и то, что делает наши программы особенными, это индивидуальный подход. И это мы говорим не потому, что это такие популярные слова, которые все сейчас любят использовать. Нет, на самом деле вот эти коучинги, вот эти домашние задания, которые каждому даются, исходя из их целей, из их задач, они на самом деле очень эффективны. И мы получали очень много хороших отзывов от наших участников именно вот из-за вот этих сессий, этих коучингов. И они у нас будут проходить в каждой программе, и мы будем стараться, естественно, чтобы каждая программа у нас именно так и проходила. В целом, вот взяв все это, мы каждый раз стараемся все новые и новые разные проекты придумывать. Это, естественно, все делается, учитывая и потребности рынка, и потребности самих предпринимателей. В этом году у нас уже стартовала 4-я программа, скоро стартует и 5-я, то есть в этом году у нас будет всего 5 программ. Начиная со следующего года мы, естественно, стараемся, чтобы было больше программ. У нас, скорее всего, будет, исходя из спроса на программу в поддержку образовательных центров, у нас, скорее всего, будет 2-я такая же программа, похожая в следующем году, в начале следующего года. Также у нас намечаются программы по поддержке женского предпринимательства. У нас также намечаются и в дальнейшем работать с IT-сектором, с IT-стартапами. То есть, если мы в этом году провели 5 программ, то в следующем как минимум у нас будет 10. Надеюсь, было интересно, надеюсь, было познавательно. Я, опять-таки, немножечко трудно говорить в пустой экран, и думаю, что лучше сейчас, если я здесь остановлюсь, и мы перейдем уже в более интерактивную часть. Я надеюсь, что есть какие-то вопросы, есть комментарии, и буду рад на них уже ответить. Спасибо всем большое. Спасибо большое, Исфандиор, за такую подробную информацию по программам ПИК Таджикистан. Я думаю, наши виртуальные зрители, слушатели узнали много о работе, именно такой обстоятельной работе, которую вы проводите для поддержки предпринимателей в нашей республике. Спасибо. Я вот хочу напомнить всем, что если вы вдруг не успели посмотреть или хотите поделиться данной презентацией с кем-то, она будет обязательно доступна на нашем канале, на канале посольства США, на канале American Space and Makerspace Душанбе. И также мы ее выложим обязательно на YouTube канал посольства. Вот. Пока конкретных вопросов не поступило, Исфандиор, но я думаю, что если вы сейчас дадите контакты, было бы очень хорошо, если бы вы дали контакты ПИК Таджикистан сюда, чтобы люди, если вам Конечно. не трудно, Да-да-да. поделитесь их, пожалуйста, в презентации, чтобы люди, когда уже пересматривали, обязательно могли Обязательно. обратиться к вам, поскольку не все всегда, как бы, некоторые сейчас на работе находятся, некоторые отсутствуют, не у всех есть связь. Было бы хорошо, если бы вы Да-да-да, сюда конечно. выложили. Сейчас одну секундочку, я быстренько тогда это сделаю. Вот. А пока Испандиор будет делиться контактами, я хочу вам сообщить, что следите за нашими
графиками, они везде опубликованы. Также вы можете послушать сегодня выступление AUCA, это касательно их принятия документов, работы Американского университета Центральной Азии, как все происходит непосредственно от самих работников, а также выпускников данной программы. Это в следующее мероприятие в 17:00 по душанбинскому времени. Сейчас еще одну секундочку, и я отправлю. Да, это будет очень важно для всех, потому что, как говорится, мы все постараемся сохранить и выложить. Презентация очень интересная, очень много информации. Учитывая нынешнюю ситуацию, многие предприниматели нуждаются в ваших программах, в вашей поддержке. Да, пока что в меру возможностей у нас тоже, к сожалению, есть сейчас ограничения в работе. Приходится работать онлайн, и это не совсем удобно нашим предпринимателям, и мы их понимаем, конечно. Но надеемся, что скоро с этим все будет покончено, скоро мы вернемся в наш обычный ритм жизни. Вот, пожалуйста, здесь у нас наш веб-сайт, наша страничка в Facebook и почта информационная ПИК. Можете туда написать, сможете зайти к нам на сайт, там есть все наши актуальные новости, все актуальные ссылки. И, конечно же, в Фейсбуке у нас обязательно поставьте лайк, пишите. У нас ребята очень быстро отвечают на все вопросы. Ну, поблагодарим еще раз Исфандиура. К сожалению, мы не видим лиц и того, кто нас смотрел, но мы чувствуем по комментариям. Не слышим аплодисменты, да? Аплодисменты, поэтому реакции. Я думаю, все равно эта презентация будет онлайн, люди всегда будут обращаться. Спасибо еще раз большое, Исфандиур, за то, что выделили время и сегодня выступили на неделе международного образования. Спасибо большое вам. Очень, очень интересный контент. Я с утра начал вас слушать и буду слушать в течение недели, когда будет свободное время. Вам удачи. Спасибо большое. До свидания. До свидания.